Ассаляму алейкум, дорогие телезрители. Добрый вечер всем, кто смотрит сейчас телеканал АТР. Как каждую неделю в это время, в среду, в эфире, в прямом эфире программы «Крымский вопрос». И сегодня у нас немножко необычный гость. Это не политик и не чиновник. Мы знаем, как чиновники любят бегать от крымских татар и не любят отвечать на их вопросы, потому что отвечать, в общем-то, особенно и нечего. Но есть в Украине огромный слой людей, активных людей, которые стали символизировать лично для меня Украину после Майдана. Это общественные активисты. Есть такое очень известное движение «Автомайдан». И у этого движения есть лидер. Это Дмитрий Карп. И сегодня он наш гость. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Не совсем лидер, один из координаторов Автомайдана. У нас, слава богу, мы такая вольная, скажем, сбор людей, очень взрослых, очень в основном компетентных, самодостаточных. Когда у нас есть координаторы, у нас нету как такового там жесткого лидера, и это, наверное, правильно, потому что самодостаточные люди не должны там идти за каким-то лидером одним, они должны всегда принимать коллегиальные какие-то решения, вместе быть. На этим вы похожи, кстати, на крымских татар, у которых тоже, но не считая Мустафу Джемилева, который просто наш символ борьбы нашей, да, и легенда, и наш национальный лидер непридуманный и не назначенный. В основном крымские татары — это тоже люди, которые любят принимать коллегиальные решения, из которых каждый из лидеров что-то себя представляет. И ты с этой компанией, в общем-то, связался. Ну да. Да. И просто Дима, он достаточно скромный человек, а, между прочим, он был одним из, и остается одним из организаторов гражданской блокады Крыма, насколько я понимаю, с первых дней, да, Дмитрий? Да, с первых дней. Вот. И он входит в Координационный совет блокады, и до сих пор, и с самого первого дня, и принятие решений любых, это тоже и компетенция Дмитрия. Я хотел бы спросить вот сразу. Вот ты украинец. Да. Кроме того, ты еврей. Да. И как ты связался с крымскими татарами, вот если так можно сказать? Ну, на самом деле, первый мой опыт был общение с крымскими татарами еще когда была помаранчевая революция, в 2004 году. Так, волей судеб мне пришлось там, когда было переголосование Крыму Виктора Януковича, мне пришлось поехать в Крым и помогать там, скажем, не давать административному ресурсу фактически наклонять и заставлять голосовать за... Ну, понятно, за кого. Да, за Виктора Януковича, за злочинную владу. И очень остро мне в этом помогали тогда. Там меня познакомили крымские татары. Вот я тогда первый раз познакомился с Джемилевым. И, скажем, огромную помощь и поддержку именно проукраинскую, железную проукраинскую позицию, нормальную, тогда оказывали именно крымские татары. То есть ты тогда еще увидел, вот в отличие от многих украинских политиков и вообще от многих людей в Украине, которые просто об этом, может быть, кто-то не задумывался, а кто-то жил в стереотипах, ты тогда уже понял, кто является опорой Украины в Крыму? Да, вот вот тогда я уже понял, что вот эта нация, там, скажем, которая крымская фактически, ну, будем говорить, там есть такое понятие титульная нация. Мы не будем говорить титульная нация, оно, будем говорить, коренное население Крыма, там исторически сложившееся коренное население, пускай оно в меньшинстве, но которое готово бороться за свою территорию жестко, за свою землю и за свою землю именно в составе Украины, что меня, в принципе, обрадовало немало, потому что настроение в Крыму много лет, они не понимают и не знают, кто они. Они россияне, они хотят к России, не знали, они хотели к России, они хотят в Украине, им было абсолютно индифферентно. Крымские татары всегда высказывали четкую проукраинскую позицию. И, ну, для меня это было, скажем, очень показательно, очень приятно. Вернемся к блокаде. Как ты оказался в штабе? Когда начали разговоры ходить о том, что мы будем это все организовать, я связался с Рифат Чубаровым. Мы приехали, поговорили вместе обговорили, как это будет все делаться, как мы это все собираемся. Какое-то время были еще переговоры по этому поводу, как
Ну, то есть тебя никто не звал. Просто, знаете, я же не буду говорить про российскую пропаганду, которая говорит, вот там исламисты, террористы, экстремисты собрали клику на деньги Госдепа и все такое прочее. Вот как это происходило? Вот расскажи, ты очень много свидетель крымских живой. татар, друзья, очень много, которые мне сказали, что будет организовываться, вот там есть там желание организовать блокаду Крыма. Я говорю, это великолепная, замечательная идея, которую необходимо делать, что если государство не в состоянии, фактически ни кабинет министров, ни президент вообще делают вид, что они не помнят, не видят, что такое Крым, и проблему, которую надо рано или поздно решать, то должны браться за это там активисты. Понятно, что Меджилис был как бы толчковой точкой, потому что, да, крымские татары, им больше всего болит, это ихнюю землю крадут, и у них украли землю, у них крадут родину. Но и украинцам, для меня Крым это там какая-то часть там, моему вечно живущая в моем сердце, там любовь к природе, любовь там, я Крым объездил весь. И ребята сказали, что будет такая-то история, я набрал Чубарова, приехал, мы сели, поговорили, давайте делать то-то, то-то, то-то. Ну и начали процесс, как мы это будем делать, что мы будем делать. То есть это было абсолютно спонтанное решение, просто потому что это совпало с твоим пониманием, да, что нужно абсолютно делать. совпадает, да, с моим пониманием, что нужно делать. Абсолютно совпадает. Я абсолютно понимал, что да, надо блокировать. Что почему для меня непонятно было вообще, что происходит. Почему у нас фактически контрабандой пересечения товаров в зону АТО, которая является Украиной, которая не признана аннексирована, считается контрабандой, а пересечение товаров в Крым считается свободной экономической зоной. Ну, это просто смешно, это нонсенс, который просто кто-то преступное решение нашей власти вообще создать подобное законодательство было. Преступное решение фактически. Как вы можете позволять торговать, еще и сделать схему беспошлинную, еще и фактически дать возможность компенсировать себе НДС импортерам, которые якобы через свободную экономическую зону продают товары фактически на отобранную, на аннексированную территорию твоей страны. Ну, это преступление. Для меня всегда, вот я говорил с Шибаровым, говорил со Слямовым в первые дни, еще когда мы только организовывались, и приводил пример там Кипра, да, турецкого Кипра и Кипра, который был греческий, да, и фактически как поделили Никосию пополам, и более 25 лет там люди не переходили, не то что люди не могли перейти. Ну, там 40 с лишним, сегодня, по-моему, 41 или 42 года, как уже там произошла там аннексия части Кипра, да, и только спустя 25 лет начали пропускать людей, не говоря уже там о каких-то товарообороте. Там, то есть речь идет о принципах государственной политики. Да, принципах либо это для тебя что? Либо для тебя это, грубо говоря, война, либо мать родная. Да, либо мать родная. Да, это принципы государственной политики. И кто-то создал преступную фактически схему, на которой зарабатывались деньги, через которую могли идти огромные контрабандные потоки, в том числе и в Россию. Они шли. Шли. Мы же вместе ловили. И сколько мы ловили, особенно в первые дни, как это было видно, когда стояли эти фуры, как мы остановили, и документы. Второй момент, когда на документах фактически мы признаем то, что Крым это Российская Федерация, потому что в товаротранспортных накладных стоят печати российской таможни, в товаротранспортных накладных стоят печати Российской Федерации, отправитель украинский, получатель России. Мы, таким образом признаем эту аннексию, признаем. Ну, как это можно было допустить? Смотри, некоторые организации, которые сначала тоже принимали участие в блокаде, они впоследствии от нее откололись, там, уехали и так далее. Вы нет. Да. Почему так получилось? Почему вы остались, а другие некоторые ушли? Когда принимается решение, для меня вот радикальные какие-то решения, которые принимаются, надо что-либо делать, ты должен делать взвешенно. Ты должен понимать и какую-то политику, и политическую составляющую, и геополитическую, и международную составляющую. Обвинить, вот как обвинил там часть правого сектора, обвинила Чубарова с Жемелевым, что они фактически не додавили какую-то ситуацию по электроэнергии и дали задний ход. Это большая политика на самом деле.
И на самом деле есть такое понятие, как поддержка мировой общественности. Ну, то есть, да, мы сделали блокаду, мы создали прецедент, фактически показавший людям, как украинцам, так и крымчанам, которые там находятся, что так нельзя, как и России, так и всему миру. И результаты есть от нее. Спустя какое-то количество времени об этом начали говорить все политики, как будто бы это они сделали, а не мы. Да? Но мы не можем опускаться, если уже начинает на нас сильно давить и говорить, что вы с электричеством, ну, фактически электричество это геноцид. Там, ну, это уже переходит какие-то границы. Понятно, что где-то надо иметь... Но и политическими методами, да, политическими методами в итоге добились того, что власть на самом высоком уровне, на уровне президента страны... на уровне президента страны прекратила этот вопрос. Понятно, что мы не могли. Есть какие-то моменты, если просят там люди, то там же живут люди. Я вообще не думаю, что ты должен оправдываться. Да, не, я просто говорю об этом. А кто-то крикуны начинает говорить, так нельзя, надо было, надо было. Ну, ребят, ну пойдите, попробуйте договориться, попробуйте, когда там сидит мировая общественность, которая поддерживает ваши действия и говорит, не перебарщивайте. Так нельзя, так это тоже надо. Всему должен быть какой-то предел. Там тоже люди живут. И, они не хотят это слышать. Скажите, как ты, мы же на ты разговариваем, Да. как ты оцениваешь крымско-татарских лидеров? Ну, как по мне приятно работать с людьми. Приятно работать с людьми и со многими активистами очень приятно работать. То есть с Жемилевым, с Чубаровым я с большим уважением отношусь к этим людям. И мне очень нравятся ребята-активисты, которые крымско-татарские, там же Севгил Мусаева и многие другие, с кем ну, реально приятно иметь дело. Приятно. Люди очень культурные, очень, там, скажем, образованные, очень спокойно, четко делают то, что они должны делать. Без каких-либо... Ну, есть, конечно, эмоциональные моменты. Есть, особенно на блокаде они были. То есть мы в Киеве все-таки более такой... Ну, там были моменты-то разные. Да, там были моменты, когда была попытка штурма. И как раз я хочу сказать, что один из людей, который поучаствовал в митинге у администрации президента в Киеве, чтобы прекратить это безобразие, которое там намечалось, это был как раз Дима Карп с Автомайданом. Вот. И там, это была важная история. Да, важная история. И попытка этого штурма, фактически попытка штурмовать людей, которые охраняли эти опоры, это там вообще нонсенс, особенно таким силовым методом, таким нахрапом. Я не буду говорить сегодня у нас не про той эфир по поводу Ильи Кивы и вообще его нахождения там. Там его нахождение как в зоне АТО замначальника Донецкой, так и замначальника Херсонской, как по мне, было сделано только с одной целью, это контролировать потоки. А мы фактически своим блокадой Крыма эти потоки перекрыли, любые, в том числе и там реальной контрабанды. То, что это сигареты, акцизные товары, это наркотики и все остальное. К сожалению, оставим эту историю. Но однозначно кто-то дал ему команду и однозначно собрали конструкцию специально для того, чтобы возбудить человеческий протест на тот момент. И однозначно этот вопрос надо было прецедент погасить раз и навсегда, чтобы больше такого не было. Но я считаю, что это удалось, и никто больше не говорит ни о каком вообще силовом общении какой-либо уровня власти с крымскими татарами. И вот, ну и глобально, ну не глобально, а в рамках страны, каков результат блокады? Результат блокады то, что мы восстановили четкую железную государственную справедливость, что наше государство не должно не иметь никакого ни морального права, ни физического вести какой-либо товарооборот и денежный оборот с аннексированной территории. А тебе стало проще говорить о Крыме после этого с твоими там коллегами, если так можно сказать, общественными активистами, с чиновниками после этого? Больше стало понимания вообще проблемы чувств крымских татар? К сожалению, вот понимание проблемы Крыма, они ее все пропускают сквозь себя, там, с точки зрения, как вот они ее видят, да. Там кому-то больно, потому что он там отдыхал, кому-то больно, потому что у кого-то какая-то собственность была, кому-то еще больно. Они не понимают, и очень многие, очень мало людей на самом деле понимают трагедию этноса, да, что второй раз, фактически, уже второй раз за последние там
небольшой период срока, 100 лет, крымские татары не просто страдают, а это геноцид. Вот как это было после Великой Отечественной войны, да, и так как сейчас происходит фактически геноцид татарского народа. Я, знаешь, думаю, почему ты лучше других это понимаешь? Потому что ты еврей. Может быть, может быть. Может быть, потому что я понимаю, что такое антисемитизм. Я его в свое время там достаточно серьезно прочувствовал. Там, еще в советское время, хотя он там не был такой физически глобальный, но моральный он был. Ну, давили, как давили в Советском Союзе, как крымских татар. Да. Не давали учиться, не давали работать, не давали продвигаться по службе, унижали и так далее, и так далее. Все это было. То есть вот не то, что кто-то другой не может это понять. Конечно, любой человек, любой национальности может поставить себя на место крымских татар. Но просто, мне кажется, что евреи уже стоят на этом месте. И им проще понимать, вот, что доводит людей до слез, до отчаяния, там, до обид. Есть хороший анекдот по этому поводу. По поводу армян только, да? Когда умирает старый армянин и собирает вокруг себя своих близких, говорит, берегите евреев. Говорит, почему, отец? Говорит, побьют их, возьмутся за нас. Знаете? Ну, это анекдот не про армян, а про всех. Да, ну, фактически я просто на примере. Ну, и есть этот момент есть. И, конечно, есть понимание. Многие цепляют национальные татары-мусульмане. Ну и что? Вот этот вопрос я хочу подробно осветить. Значит, российская пропаганда и так далее. Значит, там, значит, на блокаде исламисты, радикалы, террористы, ИГИЛ, Аль-Каида, Талибан и так далее. Ну, как тебе, еврею, там много вот этого всего? Да, вообще, просто одни сплошные исламисты. Я, когда начался этот шум, если еще будучи, когда была, ну, блокада жесткая физическая, я по этому поводу писал. Я не помню, что это было. Это был, по-моему, это была как раз дата по выселению татар из Крыма. И я написал статью по поводу, что не путайте, пожалуйста, мусульман и мусульманство, вообще, в принципе, как религию, как движение, с исламистами. Это совершенно разные вещи. Там очень много ваших тогда перепостило, там очень много крымских татар. Чубаров позвонил мне, сказал, что там отличная статья. Очень многие путают мусульман с исламистами. Мусульмане — это не исламисты. И мусульманская вера, как по мне, как и религия, и точно так же, как иудаизм, точно так же, как христианство, мусульманство — это огромные колоссальные корни, культуру, которую фактически привнесли во весь мир. Да корни-то одни, если уж так разобраться. Я имею в виду культурное наследие. Я говорю о культурном наследии. И когда очень многие говорят, что мусульмане там это что-то плохо, или это, ну, вы слушайте, люди, возьмите, почитайте, что такое мусульмане. Тогда, если что такое мусульмане, просто уж как разговор такой пошел, если говорить, что ислам это там такая неконструктивная, там такая-то религия, откажитесь от всех достижений медицины. Потому что все достижения медицины пришли в Европу. Откуда? Из всех этих средневековых халифатов. Да, да, я об этом и говорю. Вот я, там не только, это же не только в медицине. Ну, очень много моментов цивилизации, когда Европа гнила от греческие грязи. Греческие философы были из арабских источников. Была водопровод, канализация, ванны и так дальше и тому подобное. Ну, то есть, а сколько там тот же Омар Хайям, тот же, там, ну, очень много моментов, которые брать, куча философов, куча всего, когда именно с арабского мира пошел какой-то цивилизованный цивилизация. С арабского, и с мусульманского, да, с мусульманского, и вообще с исламского мира. Поэтому вот очень важно это услышать эти слова из уст еврея. Да, я же говорю, я еврей, да, и многие меня, может, мои бы не поняли, да, там, ну, у нас нет израильско-палестинского конфликта в Киеве и в Украине, нет, и совершенно другие отношения между там евреями и мусульманами здесь. Тут мы цивилизованное государство, светское государство, и мы должны оставаться с точки зрения светского государства. Мне все равно, кто мой украинец друг, кто он там в своем субэтносе и каким богам он молится. Если он живет как светский человек, то это его личное дело. И он должен, и каждый народ должен знать свои корни, должен гордиться ими. Каждый. Ну, Украина, говорят, мы мононациональное государство. Нет, мы не мононациональное государство. Нет. Мы не мононациональное государство. Мы не унитарное государство. Понимаете? Мы изначально не унитарное государство, хотя в Конституции написано унитарное государство. Вообще это странно, потому что страна идет в Европейский Союз, где все унифицируется, где нет границ, и где каждый человек, где бы он ни жил, чувствует себя защищенным законом. Законом, да.
Интересно, вот что спросить. Просто у меня сегодня позитивный очень настрой, несмотря на то, что как раз сегодня был тяжелый день, и приехала одна женщина, совершенно мне незнакомая, крымская татарка, и со слезами на глазах она плакала. Она сказала, что я побыла в Киеве 3 дня, и мне кажется, что Украина про нас забыла, и все это навсегда. И мы там навсегда в заложниках, в унижении, и этому нет конца. Вот ее тут нет с нами, но я передаю тебе ее слова. Что бы ты как украинец, и как общественный деятель, и отчасти даже и политики ответил? Я бы ответил, что достаточно большое количество людей, политиков, общественных деятелей, которые считают крымских татар частью нашего народа. И это мы все украинцы, и мы не можем, не должны, не позволим забыть этот вопрос. И забыть те унижения, которые сейчас происходят в Крыму с крымскими татарами. То гонения, те унижения, тут фактически преследование, такое, как было уже и показывал. То есть для украинцев можно сравнить этот момент. Вот, все украинцы, никто не забудет Голодомор 1933 года. Никто. Может, кто-то о нем не знал. Может, там урбанизация в Киеве, где-то еще. Но сейчас этот вопрос поднят. То же самое по поводу гонения крымских татар. Не должны мы забывать такие вещи, не должны прощать, как и любого субэтноса. С Закарпатья точно так же, как крымских татар, вывозили вагонами людей в Сибирь. И никто там этого не забыл и не забудет. Вот они, как никто другие, с Карпат, с Прикарпатья, с Закарпатья, эти люди точно понимают, что происходило с крымскими татарами. Мне очень сложно судить о власти. На мой взгляд, многие в Верховной Раде, и в правительстве, в широком смысле слова, да, они как-то не думают о Крыме. Что, мягко говоря, постоянно не думают о Крыме, да? Но, мягко говоря, они вообще ни о чем не думают, кроме своих интересов, собственно. Ну вот поэтому очень важно для крымских татар слышать вот твое мнение как человек, который живет не с охраной, не в резиденции, там, который живет среди людей. Вот как ты думаешь, какой процент украинцев, обычных, разных украинцев, поддерживают, сострадают крымским татарам и хотят, чтобы все вернулось так, как оно было, чтобы крымские татары снова вернулись в Украину? Ну, Айдар, тут вопрос такой. Какой процент украинцев, вообще являющихся... Слава Богу, вот что дал Майдан? Да? Он привнес одну очень позитивную вещь. Вот этого проукраинского пассионария, который понимал, который хотел, который готов бороться, он колоссально был скачок, он вырос, его большое количество, стало гораздо больше пассионарий. Большинство людей, благодаря 25 лет, то, что их фактически забивали, ставили в рамки вот этой рычаговой системы управления бизнесом, та, которая была построена в Украине, они каждый живут за свои небольшие интересы. Да, им плохо, потому что, вот, страна плохая. Плохо. Да ты же сам идешь и продаешь свой голос. Я неправильный вопрос задал про проценты. Во-первых, ты не социолог, вот таких опросов не проводилось. И в-третьих, в-четвертых, твое ощущение хочу спросить. Я хочу сказать свое, если не прав, меня поправь. Но я не встречался здесь, я в Украине нахожусь почти год. Я практически не видел людей, которые отрицательно бы относились здесь к крымским татарам, и которым было бы все равно. Люди интересуются, узнают больше, сострадают, поддерживают и так далее. Как твой опыт сказывает? Я считаю, что поддерживают, очень поддерживают. Ну, по крайней мере, вот весь пассионарий активный, который готов вообще бороться за то, чтобы Украина была хорошим, экономически развитым государством, комфортным для жизни людей, поддерживают крымских татар. Они поддерживают крымских. Очень маленький процент, который, фактически, это недовоспитанность, скажем, незрелость общества. Может, это советские люди просто? Может, и советские люди, которые там говорят, вот, там плохо. Но есть, и встречаются и такие, для которых мое мнение непонятно. Они там говорят о каких-то вещах, а вот через 50 лет в Крыму будут одни крымские татары. Я говорю, ну и что? Ну и что? Ну, хорошо, а там через 50 лет в Ивано-Франковской области будут одни лемки. Ну, во-первых, это, знаешь, это просто смешные разговоры. Да, смешные. Одни такие в глобальном мире. Просто смешно. Смешно. Вот, но сейчас все-таки, вот я считаю, что благодаря таким людям, как ты в том числе, украинский политикум даже, который достаточно инертен и занят, как ты сам сказал, это даже не моя оценка, своими делами,
он пришел к тому пониманию, что все-таки необходимо институализировать автономию крымско-татарскую, в том числе в Конституции. Дважды об этом говорил президент страны. Да. Пока, правда, ничего не сделано, как это часто бывает на уровне парламента, там, конституционных изменений и так далее. И занято сейчас, вот, как сказать, политикум немножко не тем. Но принципиальное направление задано. Каково твое мнение по этому поводу, и что нужно делать, на твой взгляд, и что ты бы добивался, будучи общественным деятелем, политиком, и поддерживал? Я разговаривал когда-то с Рифат Ага по поводу того, чтобы институализировать Меджлис. Фактически, чтобы предлагал, есть такая форма управления, как можно Меджлис сделать не автономия, а речь идет о институте. А это, кстати, не сложно. Это вообще не самский сложно. парламент, да. в Финляндии, да. там, я не знаю, да. в других скандинавских странах. Который будет представлять интересы, как государственный орган, который будет представлять интересы крымско-татарского населения на всей территории страны. Пока нет возможности сделать крымско-татарской автономии, либо какой-либо автономии по территориальному признаку, но его же можно сделать по фактически национальному признаку на всю Украину. А между прочим, кстати, самский парламент, это я просто там был не так давно, он, конечно, решает вопрос на территории расселения компактного самов на самой северной Финляндии, но за него голосуют все самы, которые живут вообще на территории Финляндии, хоть в Хельсинки, хоть в Тампере, хоть где. Вот. И он, в принципе, защищает интересы всех самов, между прочим. То есть он там так вписан в Конституцию. Ну вот точно так же можно сделать и у нас. Это не сложно. Это не сложно сделать, это абсолютно нормальное государственное форма управления. Ну, на самом деле, я поднял с Рафат Ага этот вопрос. Он вообще, насколько я понимаю, в этом направлении никто не задумывался раньше. Никто не задумывался. И вот мы подняли, что да, это один из путей. Там еще долго дискутировали по поводу, что нет, наверное, надо все-таки идти к национальной автономии, но я говорю, неизвестно, сколько Крым будет под аннексией. Неизвестно, как будет развиваться но можно события. же институализировать Меджлис, можно создать правительство в изгнании, как угодно. Так, у меня западные дипломаты спрашивают, а почему не создают правительство Крыма в изгнании? Так мы об этом говорили в аппарате президента не раз, почему не создать правительство Крыма в изгнании, почему не сделать нормально, чтобы работал, вот сейчас благодаря Логвинскому, он очень много работает с тем, чтобы там судьи, прокуратура работала крымская. И органы власти, и любые, которые должны присутствовать в субъекте. Да, субъектизировать его. И фактически были наказаны, имели уголовное преследование люди, не только мы, там все активисты имели у Поклонского уголовное преследование, и фактически все, кто там был на блокаде Крыма, все организаторы, все имеют уголовные дела в Крыму, тут ничего не было. Тут ничего не было. Да. Тут вот благодаря Логвинскому, благодаря там Назару, Холодницкому, да, было сделано достаточно много работы в этом направлении. Но это тоже мало. На самом деле мы же можем... Как сделать больше? Я почему тебя спрашиваю? Потому что мне иногда кажется, что такие люди, как ты, сильнее политиков. Спасибо за комплимент, конечно. Мы, знаете, стремимся... Я готов идти в политику, брать какую-то на себя ответственность, в принципе, и что-то делать. У меня четкая, железная проукраинская политика. Проблема в том, что у нас нету политиков. У нас есть финансово-экономические группы, для которых только фактически зарабатывание денег и собственные интересы. Это первое. Второе, у нас весь политикум является чей-то. У нас очень мало политиков, которые не заангажированы. Не являются либо проамериканские, либо пророссийские, либо... Просто будет неправильно, если мы не затронем коррупционный скандал всемирный, Панама-гейт так называемый, да, который коснулся и Украины. А на твой взгляд, этот скандал, он повлияет в лучшую сторону на украинскую систему власти? Пока, благодаря тому, что последние 2 года происходило, высокое там давление общества, высокая, скажем, степень недовольства и всего остального, оно сделало 2 вещи. С одной стороны, мы продвинулись к какой-то демократии благодаря этому. С другой стороны, мы сделали очень высокий болевой барьер для тех, кто сидит во власти. Я не знаю фактически, какой должен быть на сегодняшний день скандал, чтобы политик самостоятельно испугался и сказал, все, я уже не политик, мне уже... Но это в руках общества. Это в руках общества, но опять, у нас не все общество борется. У нас борется вот такой пассионарий маленький. Слушай, Дима, так везде. Да, везде, но не готовы поддерживать люди. Но фактически на сегодняшний день
Я отлично понимаю, например, бизнесмена Петра Порошенко. Бизнесмен отлично понимаю. А президента Петра Порошенко? Сейчас я скажу, в течение там, это, ну, благодаря там 25 годам защита собственных инвестиций, благодаря офшорам, минимизация финансовых рисков. То есть как бизнесмену к нему претензий нет у тебя? Как бизнесмену особых претензий нет. Тут были созданы правила игры, по которым он точно так же... Как и все остальные. Да, как и все остальные играл. Но которые, если изменить правила игры и дать, чтобы по этим правилам играли все остальные, опять-таки, олигархи, такие же, как Петр Порошенко, да, такие же, как Ахметов, Коломойский, все остальные. Но может изменится после этого скандала, когда Я думаю, сам что президент попал в неловкую чем такую дальше, ситуацию. чем дальше. Во-первых, у него нет выбора. Ему придется самому менять для того, чтобы фактически показать, что он готов с себя начинать изменяться. Но как президент не должен находиться в подобных коррупционных скандалах. Президент европейской страны, президент светского государства не должен находиться. То есть нас на сегодняшний день благодаря вот этому скандалу приравняли к вот там сколько там находилось еще президентов, диктаторов, всевозможных там компания азийского, плохая, компания очень плохая. И мы фактически попали в это. Наш президент попал в эту компанию. Он не попал в компанию или там мировых лидеров, которые, я уверен, что у каждого из них есть какие-то, где-то что-то, какое-то... Там в компании президент Исландии. Да, в компании премьер-министр Исландии. И на самом деле посмотрите на реакцию Исландии. Исландия вообще отличилась. Я уважаю очень эту страну. Она очень маленькая, конечно, легко маленькая страна. Но там реальная демократия. Там реальная демократия. Они ее добились, не помню фамилию премьер-министра, который пришел, вот Пан, который пришел. Фактически они выгнали из страны МВФ. Проголосовали за то, чтобы списать внешние долги. Ну, то есть они решают свои вопросы методом вот того, что в Украине называлось там Радой всегда, там то есть нам, Вечи и так далее. Фактически мы на сегодня находимся точно так же в колоссальной кабале международных кредиторов, Дим, просвет, не будем про МВФ, просвет есть? Просвет, подрастающий новый политикум. Однозначно эта власть на сегодняшний день, она фактически абсолютно коррумпирована. Каков просвет для крымских татар, которые находятся в Крыму, которые нас смотрят сейчас? Это поддержка, все больше и больше поддержка людей для того, чтобы мы на международном уровне не только боролся Меджлис, не только крымские татары боролись за себя, но и депутаты, и политикум, и те, кто представляет международные миссии, и гражданские активисты поддерживали и давили, всесторонне давили на международное сообщество, чтобы она давила на вопрос по поводу Крыма. 18 мая будет митинг, очередная годовщина депортации крымских татар 1944 года. Будет ли движение «Автомайдан» принимать в нем участие в Киеве? Однозначно. Мы каждый год вместе с вами принимаем участие. Но в этом году должен быть очень мощный митинг, потому что обстоятельства в жизни, в которых оказались наши земляки в Крыму, они катастрофические. Мы они готовы очень принимать участие, будем принимать с вами участие когда-то еще. В 2014 году, сразу после помаранчевой революции, мы принимали участие и вместе с вами носили флаг Дим, возле российского посольства. Я тебя не так давно знаю, но сколько знаю, ты нас никогда не бросал, ты всегда будешь за нас. И таких людей в Украине достаточно. Это я говорю тем крымским татарам, которые сомневаются в том или опасаются того, что в Украине про нас забыли. Нет, не забыли, это точно. И не все поведение чиновников является отражением мнения Украины. И такие люди, как Дима, это подтверждают. Я очень рад, что ты пришел. Спасибо большое. Я желаю тебе успеха в твоих делах. Я благодарен тебе за поддержку и всем твоим друзьям. Вот. С нами был Дмитрий Карп, один из лидеров движения «Автомайдан Киев». До новых встреч в следующую среду в это же время. Всего вам доброго.